Сегодня наше видео о том, что надо знать психологу на старте, какие есть нюансы. Я занимаюсь практикой уже более 30 лет и с удовольствием делюсь своим опытом с теми, кто хочет стать психологом. И сегодня, если вы хотите узнать, как принимать много клиентов в один день и при этом оставаться еще и живой, и при этом не остаться без сил, досматривайте это видео до конца. Очень много сейчас идет размышления о том, что необходимо какое-то качественное образование. И специалисты, психологи стараются выбрать для себя очное, заочное, дистанционное управление в поисках того, чтобы получить какую-то самую лучшую информацию, чтобы начать практиковать. Но из своего опыта я знаю и из опыта обучения психологов, что может быть получение образования абсолютно любым. Может быть, даже вообще вы не получите никакого диплома, если для вас это не принципиально важно. Лично для вас, для того, чтобы посчитать себя психологом. Более того, если вы умеете работать с информацией, вы можете получить ее где угодно, сколько угодно, от библиотеки до интернета, от изучения книг до практики со своими родными, близкими, друзьями и знакомыми. Как это сделать? Конечно, вы можете пойти и найти для себя вуз, выбрать какое-то среднее профессиональное образование. Можете пойти и пройти курсовую подготовку. Важно понимать, что вы будете там получать, зачем вам эти знания и что вы с этими знаниями будете делать. Вузовское образование всегда нам дает только теоретические знания. И даже если мы сейчас говорим, что стало очень много направлений, много модальностей, которым обучают преподаватели, то все, что вы там можете получить, это только лишь поупражняться друг с другом, с однокурсниками, с одногруппниками в проведении технически какого-то метода. Ничего другого вы не получите, результат вы не увидите, потому что это постановочная игра. Соответственно, если мы говорим о том, что высшее образование или образование где-то в учебном заведении нам дает теорию, тогда вопрос стоит в том, а где взять практику, что сделать, куда пойти и как этому научиться. И нужно ли еще проходить множество курсов для того, чтобы быть готовым к приему клиентов. Я считаю, что начать практиковать это нужно прямо сегодня. Даже если вы получаете какое-то высшее образование, очень хорошо будет, если вы прямо сегодня найдете себе клиента. Пусть он будет стоить у вас 500 рублей, ваша консультация, но вы увидите, как работают методы, что они вам дают и что они дают клиенту. Пусть это будет ваша подруга, пусть это будет ваша знакомая, но ее проблема, она будет абсолютно реальной. Вот тогда вы начнете сразу понимать, что происходит в вашей практике, что за знания вы получаете, какие еще знания вам нужно получить. Перед тем, как мы с вами разберем специализацию, разберем какие-то методы и модальности, я хочу попросить вас поставить лайк и подписаться на этот канал. В практической психологии очень много направлений. И даже если мы просто с вами рассмотрим, что есть индивидуальное консультирование, есть групповое консультирование, и они тоже могут очень сильно разветвляться. Есть отдельно клиническая психология. Но я бы для начала порекомендовала каждому специалисту поработать с адекватными людьми, с нормотипичными, как принято сейчас говорить, просто с небольшими невротическими отклонениями, которые есть у каждого из нас. И вот тогда из
исходя из этого, вы начинаете определяться, все-таки это групповая, это индивидуальная форма работы. И это очень важно для того, чтобы все-таки не потерять то время, не потерять интерес к своей профессии. Более того, я хочу сказать, что на протяжении всей практики вы, возможно, будете менять выбор своей специализации в зависимости от того опыта, который будете получать. Но что сделать в начале, в самом, сегодня, прямо на старте? А сегодня важно попробовать непосредственно какой-то определенный метод. Если вы любите много говорить, то, естественно, вы выберете групповые формы работы. Если вы любите много слушать, и у вас хорошо это получается, то, соответственно, это индивидуальная форма работы, и вот мы уже с вами определились. И тогда важно понять, любите ли вы погружаться в какой-то чувственный мир, это будет мир психотерапии. Если вы любите рассуждать, это будет мир психоанализа, это будет когнитивно-поведенческая терапия. Вот еще одно направление. Но я хочу сказать, что из всего того, о чем я говорю, есть методы, которые объединяют все это, работая индивидуально. И, соответственно, вот этому всему можно научиться. И у меня есть вот уже сложившийся алгоритм этому обучению. Сейчас я хочу ваше внимание заострить на том, что прямо сегодня определяйтесь с тем, чем бы вы хотели заниматься и в какой сфере деятельности, в какой специализации работать. Иначе, погружаясь в множество обучений, в множество прохождений курсов дополнительного образования, вы потеряете время, вы потеряете себя, и вам неинтересно станет психология, потому что вы не сможете получить результат быстро и упустите все возможности. На старте начинающему психологу очень важно помнить об этических каких-то нормах, об этическом кодексе психологов. Вот если вы любите посплетничать со своей подругой, то это уже может вызвать какие-то сложности. Клиента нужно уважать, и вы понимаете, что у каждого клиента есть какие-то свои тонкости, и никогда нельзя разговаривать со своими родными, со своими подругами, упоминая конкретные факты, упоминая фамилии, имена ваших клиентов. Ну и когда клиент приходит к вам, он должен настолько довериться вам, видя вас, видя ваш образ, ваш имидж, чтобы он смог открыться. И всегда важно напоминать клиенту, что все, что здесь происходит, это очень конфиденциально. Но если вы собираетесь использовать для какой-то научной работы, для соцсетей, для примера те события, те факты, которые вам рассказывают клиенты, то всегда нужно спросить, а можно ли я поделюсь этой информацией и расскажу о нашей сессии в соцсетях, в Ютубе, на каких-то других платформах, не упоминая вашего имени, вашего возраста и каких-то ваших особенных данных. Ну, во-первых, надо сказать, и чтобы было слышно и понятно, что ты согласна с тем, что сейчас ведется видеосъемка всего курса терапии, она будет вестись, и эта информация будет использоваться для психологов. Она не будет в широком доступе, поэтому вот нужно твое согласие, что ты, да, осведомлена и согласна. Да, конечно, я осведомлена, согласна. Что еще важно знать на старте каждому психологу? Очень многие грешат тем, чтобы начать получать много образования, много развиваться и каким-то образом еще саморазвиваться, становиться все более и более духовным. Что я хочу вот об этом как раз сказать. Любое дополнительное образование, которое вы начинаете еще и еще приобретать, оно должно быть основано на том
прикладном опыте, который у вас происходит в данный момент. То есть у вас есть клиент, и только когда у вас есть клиент, есть проблема, вот тогда вы обращаетесь к какой-то информации, к каким-то знаниям, к каким-то книгам и, может быть, находите для себя курсы для того, чтобы помочь данному конкретному клиенту разобраться с его проблемой. Он ведь вам ее уже обозначил. Вот тогда, получив знания, они будут прикладными, и только тогда это станет вашим опытом. Если говорить о саморазвитии, в чем же заключается саморазвитие психолога? Конечно, это супервизия, и это, обратите внимание, обучающая или просто личная терапия, которую вы проходите, в которой вы решаете свои собственные вопросы. Если мы проработали себя, прорешали все свои какие-то проблемы, которые у нас там есть, за которые мы цеплялись, если мы не страдаем вместе с нашим клиентом по поводу его вины, по поводу его обид на мужа, на жену, на кого угодно, на подругу, то, соответственно, мы легко можем ему помочь, как бы вытащить его из его состояния и не страдать после этой сессии. Проработка внутренних своих проблем, она всегда видна в том, что после сессии, когда вы отпускаете клиента, вы забываете о его проблемах до следующей встречи с ним. И, соответственно, вы легко можете переключиться на свою семью, на любимого человека, на какие-то домашние дела или на отдых и на свои собственные развлечения. Если вы потащили клиента с собой, значит, вы продолжаете выгорать, работая с этим клиентом, когда его уже нет по факту. Поэтому самое главное, что нужно понять, это помнить про супервизии и помнить про личную свою собственную терапию. Только тогда вы сможете принимать по 3, 4, 5 клиентов в день и оставаться при этом в ресурсе. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. И у меня к вам просьба, если среди вас есть те, кто наверняка уже имеет какой-то опыт, что бы вы изменили, возвращаясь назад, что бы вы сделали по-другому, напишите в комментариях об этом, а те, кто взял что-то полезное, тоже делитесь, я буду рада. Я прочитаю все комментарии, которые вы напишете, и при необходимости отвечу на ваши вопросы.